Здравствуйте, это новости Татарстана в субботу. В студии Лина Знатульна. И вот о чем сегодня расскажем. Авиафеерия. В Казани в 11-й раз прошло авиашоу «Я выбираю небо» с самыми яркими моментами. Рамиль Шайдуллин. От рассвета до заката. Как планировать, так идет уборка, как в сказке. В Татарстане в разгаре уборочная кампания. Какие районы выбились в лидеры, расскажет Рамиль Галиуллин. Гонка героев. Радость какое-то, прям очень сильное наслаждение, кайф. Как можно быстро преодолеть 10 километров с препятствиями, узнал Дмитрий Аренин. Рекордную массовую тренировку по йоге провели сегодня на территории Акбарс-арены. Я сюда приехала зарядиться этой атмосферой, женской энергией. Подробнее в материале с Ириной Сахаповой. Все достижения авиаотрасли страны в небе над Казанью. Здесь прошел праздник мастерства высшего пилотажа, традиционное авиашоу «Я выбираю небо». Пилоты 30 воздушных судов военной, гражданской и экспериментальной авиации филигранно рассекали небо над Казанкой. Мастерство показали и легендарные стрижи. В казанском шоу они участвуют уже в 5-й раз. Наш город – один из центров авиастроения России, где находится мощный производственный комплекс. У нас производят самолеты, вертолеты, беспилотники, авиадвигатели и радиоэлектронные приборы. В этом году событие посвящено сразу нескольким праздничным датам: вековому юбилею конструкторского бюро «Туполев», 95-летию авиационного завода имени Горбунова и 90-летию КАИ. Рамиль Шайдуллин сегодня тоже выбрал небо. На расстоянии ладони друг от друга ровным строем над Казанью летят боевые истребители. За штурвалами МиГ-29 на высоте 300 метров легендарная пилотажная группа «Стрижи». Гордость российской авиации и визитная карточка авиашоу «Я выбираю небо». Для знаменитых пилотов небо над Казанью уже стало родным. Сюда они прилетают в 5-й раз и дарят праздник жителям и гостям города. Когда 6 машин выполняют фигуры высшего пилотажа, от мастерства пилотов замирает сердце. Пирамида, молот, звезда, стрела, крест и крыло. Зрители едва успевают за скоростью истребителей, чтобы поймать их в кадре. Татарстан является одним из ведущих регионов страны, где системно решаются вопросы поддержки и развития реального сектора экономики, в том числе и авиастроительной отрасли. Сохранение и развитие отечественной авиации является одним из важнейших приоритетов для Татарстана и России. До уникальных российских разработок здесь буквально можно прикоснуться руками. Это самолет-амфибия «Борей», один из немногих, который может приземляться на воду и снова взлететь. А это величественное судно — легендарный Ту-160, который с нежностью в Казани называют «Белый лебедь». Самый крупный и тяжелый сверхзвуковой самолет в мире. В республике делают и вертолеты, и самолеты, и корабли. Наша республика богата талантами. Зрителей радовал и один из самых легких вертолетов в мире – многоцелевой «Ансат», разработка Казанского вертолетного завода. Сверхзвуковой ракетоносец Ту-22М производится на КАПО имени Горбунова. Еще одна гордость казанцев – военный вертолет М-17В5, разновидность Ми-8, самого распространенного вертолета в мире. За его штурвалом пилот Владислав Перепелкин. С каждым днем этот праздник становится все лучше и лучше, интереснее и интереснее. Даже визуально, когда летишь, видно, что негде даже встать, наверное, потому что если посмотреть, вот берег полностью усыпан людьми, можно сказать. Фигуры высшего пилотажа и филигранная работа пилотов, как бы говорят без слов, что сегодня в первую очередь торжество авиации. Но торжества сегодня везде, в том числе и на земле, где можно видеть вот такие виды военной техники, которые сегодня открыты для свободного посещения. Самое интересное, конечно же, это танки. Не каждый день можно увидеть танки, тем более на улице города. А здесь они стоят прямо вживую. Впервые в рамках авиашоу казанцы и гости столицы увидели показательные выступления парашютистов. Это приятно, очень приятно, что вот разрешили прыгать парашютистам в городе. Раньше такого не было. Очень много препятствий, еще ветер, еще термики и турбулентность. Приземлившись уже, когда все, радость. Здесь же гостей праздника ждали экспозиция авиатехники, беспилотников, мастер-классы по укладке парашюта и традиционный заезд байкеров. Очень хорошее впечатление, такие
самолеты, достаточно интересное шоу. Вот. Мы рады, что каждый год это проводится. Мы очень гордимся всеми теми самолетами, которые представлены здесь, и гордимся за нашу родину. Авиашоу «Я выбираю небо» в республике проходит в 11-й раз. Тысячи любителей авиации снова собрались у акватории Казанки. За красочными полетами можно было наблюдать у набережной и центра семьи Казан. Рамиль Шайдуль, Надель Мендубаев, ТНВ, Казань. Завтра в Татарстане будет жарче, чем сегодня. До 33 градусов выше 0, обещают синоптики. Такая погода на 4-5 градусов выше климатической нормы, отмечают специалисты. Хотя в августе среднесуточная температура должна быть порядка 20 градусов. Небольшого снижения стоит ждать лишь с 10 августа. На рекордный урожай зерновых рассчитывают сегодня аграрии Татарстана и готовы повторить показатели 2020-го. Сейчас жатва в самом разгаре. Средняя урожайность 41 центнер с гектара. Цифры, которые не могут не радовать хлеборобов. К тому же и погода благоволит. Лидеры уборочный, Тетюшский, Нурлатский и Буинский районы. На рекордный намолот надеются и в Высокогорском. В агрофирме «Татарстан» сбор зерновых начали с озимой ржи. С новостями с полей Рамиль Галиулин. Комбайны гудят, пыль столбом. Значит, на полях республики в самом разгаре уборочная кампания 2022. Для комбайнера Рамиса Гильманова это уже 10-й сезон. С начала страды намолотил больше 200 тонн зерна. Говорит, погодные условия нынче как на заказ. Печально вспомнить, что было год назад. В прошлом году засуха была очень сильная. Самый урожайный, наверное, ожидается этот год, наверное. Рамис в поле не один. Одновременно работают 5 машин. Им предстоит убрать зерновые и кормовые культуры с 4000 гектаров. Нужно быстро и без потерь завершить работы. В этом году урожай созрел на 2 недели позже. Сажали культуры только после майских дождей. 800 гектаров ячмень, пшеница у нас около 500. Вот останешь. Горох очень хороший в этом году родился. Урожайность радует. Где-то 57 центнеров пока идет этот ячмень, урожай. Убирали площади озимой пшеницы. Там уже 58 центнеров вышло. В этом году в районе засеяли больше 28 тысяч гектаров зерновых. Теперь остается убрать все, что удалось вырастить. В день 500-600 рулонов выходит, потом измельченной соломы. Потом отсюда возят на хранение, потом скирдуют. Часть уходит на корм скота, а часть уже на постилку. Активно в кампанию включилась почти вся республика. Зерна обмолочены на 123 тысячах гектарах. В 2 районах к работам еще только готовятся. Это Атнинский и Бугульминский. С раннего утра экипажи в полях пока позволяет погода. Так, по последним данным о страде, в республике намолочено 380 тысяч тонн зерна. При средней урожайности чуть больше 41 центнера с гектара. Наибольшие показатели по намолоту у лидеров – Тетюш, Нурлат и Буинска. Но подводить даже предварительные итоги рано. Большая часть работы еще впереди. Рамиль Галиулин, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Высокогорский район. Ускорить работы по ремонту школ поручил сегодня премьер Алексей Песошин. Он провел республиканское совещание в Доме правительства. Как доложили в Минстрое, на сегодня в Татарстане ремонтируются 118 школ. На этой неделе сданы 3 объекта в Камском-Усте, Актаныше и Лениногорске. Ремонт завершен в 14 школах, а также в 2 детских садах в Набережных Челнах и Ознакаево. Еще 20 садиков в работе. В целом ремонтные работы в школах выполнены на 77%, однако динамика за последние 2 недели 11%. Такие темпы Алексей Песошин посчитал рискованными. Осталось меньше месяца, 77%, динамика 11%. Да? То есть арифметика не получается. Рисков вы не видите там? То есть это однозначно по школам, детским садам нужно усиливаться. То есть то, что касается начала учебного года, чтобы там ни у кого не было даже сомнений, что это можно. Да, мы отдельную аналитику сделаем, доложим вам на следующей неделе. В здравоохранении сданы 12 объектов из 20 по программе модернизации первичного звена. Доложили и о ходе капремонта многоквартирных домов. Он закончен в 119 жилых домах. Еще в 112 работы вошли в завершающую стадию.
Следком возбудил уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб 5-летний малыш. Трагедия произошла в Зеленодольске. Ребенок в нарушение ПДД пересекал дорогу на самокате. Его сбил автомобиль «Лада Ларгус». По предварительным данным, водитель превысил скорость. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Ход расследования взяла на контроль прокуратура. Сегодня днем в Зеленодольске загорелась квартира. В доме по улице Ленина горели жилище и балкон на 8-м этаже. Меньше часа ушло на ликвидацию открытого горения. Спасены 11 человек. Пострадали 68-летняя женщина и 70-летний мужчина. Прокуратура проводит проверку. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении. Татарстанцы накрывают столы для строителей, которые благоустроили их дворы. Такие праздники прошли сразу в нескольких городах республики. А в Нижнекамске рабочих угостили борщом и пловом, а также вручили грамоты в знак благодарности. В Набережных Челнах праздник двора прошел в 11-м комплексе. Здесь территорию ремонтировали сразу несколько подрядчиков и завершили работы с опережением графика. Как мастеров благодарили по-челнински в нашем репортаже. Духовой оркестр и горячий плов из казана. Так жители 11-го комплекса говорят спасибо строителям за свой новый двор. Работы завершены и успешный результат празднуют все вместе. Очень приятно, то, что люди ценят нашу работу, то, что мы видим, что мы работаем для кого-то, а не просто так. Работа проходила с поддержкой ЖЭКа, жители, машины не ставили, все помогали нам. Общими усилиями мы сделали. По программе «Наш двор» здесь обновили дороги, заменили опоры освещения, установили светильники, скамейки и урны, обустроили детскую и спортивную площадки. Сложности были, то есть по водоотводу, то есть мы эти проблемы все решили. Какие были замечания от жителей, мы их как бы учли. Все моменты эти устранили. Мы давно хотели, чтобы у нас были тротуары, дорожки ровные, красивые. Раньше было с коляской очень плохо пройти. Сейчас прямо гулять – одно удовольствие. И зелень нашу сохранили, наш вот сквер сохранили. У нас новая детская площадка, новая дорога, парковочные места. Ну, все идеально. Жители своим двором довольны. Они с самого начала пристально следили за процессом и вносили свои предложения. И к ним обязательно прислушивались. Я думаю, что и строителям сегодня приятно, то, что их труд оценили, сказали им спасибо за то, что они делают. Я думаю, что это правильно, очень справедливо. И это по-челнински. В этом году в Набережных Челнах будет благоустроено 119 дворов, а по республике обновят больше 1200. Лидия Знатульна, Лилия Гатина, Ленар Султанов, ТНВ, Набережные Челны. В Елабуге продолжается Спасская ярмарка. Завтра заключительный день праздника. Рустам Миниханов в своих соцсетях приглашает татарстанцев и гостей республики посетить город и попробовать себя в деле. Расписать посуду, выделать кожу, слепить сувенир на память. В галерее современного искусства Татарстана продолжается всероссийский фестиваль «Шамаиль Арт». Свои работы представили 32 художника из регионов страны. Выставка приурочена к 1000-столетию официального принятия ислама в Волжской Булгарии. Шамаиль – это своеобразный феномен мусульманской культуры, представляющий собой картину с изображением святынь и назидательными каллиграфическими надписями. Как в этом искусстве воплотили свое творчество художники, увидела Светлана Звонарева. Казанская художница Гульнас Исмагилова использует самый древний стиль арабской каллиграфии. Масляными красками на холсте она полностью вручную рисует суру Корана Ар-Рахман. Искусству каллиграфии обучалась в Турции. Каждый шамаиль несет определенный смысл. В нем заложено много информации. Когда человек его видит, может поменяться его настроение или даже мировоззрение. На выставке «Шамаиль Арт» представлена самая большая коллекция печатных шамаилей народных мастеров прошлого столетия, выполненных на стекле.
Также свои работы представили 32 художника из разных регионов страны. На всех 3 этажах порядка 200 работ. Мы впервые делаем такой масштабный, но разноплановый, где отдел редких книг КФУ и рукописи, где современные художники, где наши фонды, где есть художники из фонда Марджани, из коллекции. Впервые в Казани показан уникальный видеопроект «Молельные коврики» от известного в России ученого-антрополога Игоря Панкова. Как отмечают, выставка является своего рода осмыслением Шамаиля художниками современности. И сегодня мы видим, какой колоссальный рывок сделали в этом виде искусства. Здесь представлены те мастера, которые тогда делали только первые шаги. Они уже стали маститами. В Казани выставка будет работать до 25 сентября. Также ее частично планируют показать в Санкт-Петербурге. Светлана Занарева, Дмитрий Аринин, Алия Сабирова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Сегодня с небывалым размахом на Свияжских холмах прошла гонка героев. Всероссийские соревнования по преодолению препятствий на многокилометровые дистанции в Татарстане проходят уже более 6 лет. В этом году испытать себя и выявить сильнейшего приехали рекордные 2000 участников из разных регионов страны. Это и новички, и настоящие профи. Кто и за счет чего пришел к финишу первым, увидел Дмитрий Аринин. Промять все группы мышц, обработать все участки, чтобы потом не травмироваться. Московские архитекторы уже знают, что такое гонка героев. До этого офисные работники соревновались у себя. В Татарстан приехали впервые. Можно обрести поддержку друзей, повеселиться как следует, получить позитивные эмоции. Сюда многие приехали большими компаниями для преодоления дистанции с грязью, специально надели нарядные костюмы. Никогда не боимся испачкаться. У нас 22 человека прилетело из Москвы. Будем сжечь. Какие раньше результаты показывали? Самые лучшие, конечно же. Всегда приходили первыми с конца. В этом году гонка героев собрала рекордные 2000 участников со всей страны. Более 6 лет мы проводим здесь, на Свияжских холмах, эту замечательную, интересную гонку. Татарстан – это спортивный регион, где очень любят спорт. Поэтому, уважаемые наши жители и гости Республики Татарстан, успехов, здоровья и удачного прохождения дистанции. 3, 2, 1. Дистанция в 10 километров. Старты для разных категорий возрастов следовали один за другим. Отдельно бежали новички и уже настоящие профи преодоления препятствий. В этом году организаторы приготовили 25 различных испытаний, плюс жара и рельеф местности. Здесь хороший рельеф, хорошие подъемы, хорошие спуски. То есть это может маленько поменять расклад финальных протоколов, так скажем. То есть если человек хорошо проходит препятствия, у него сильные руки, но у него не лады с бегом, особенно с горным бегом, может немножко переиграться в финал. Поэтому здесь это очень интересно будет наблюдать. Помимо горных склонов нужно было взбираться на многометровые сооружения и с высоты прыгать в глубокий ров с водой. Снять сюжет — это тоже испытание. Чтобы успеть, как спортсмены проходят дистанцию, приходится бежать за ними, причем неся с собой оборудование. Так на трассе вместе с одним из участников мы встретили его папу, который бежал рядом и морально поддерживал сына. Классно, здорово! Спасибо, молодцы! Всем, кто смог преодолеть дистанцию, вручали специальный медальон. Победителей же и призеров еще ждали медали. Опыт самое главное. Неважно, как быстро ты бегаешь, главное правильно распределять свои силы и придумывать все на пару шагов вперед. Ой, вообще просто такое счастье, не представляете, такое облегчение. Прям отлично. Я бежала и прям думаю, точно первая. Лижу первая, прям счастье переполняет просто. Это радость какое-то, прям очень сильное наслаждение, кайф. Чисто с кайфом. ЕКБ Forever. О, и так. Такие гонки героев будут проходить в различных городах. 27 августа участники приедут в Менделеевск, а в сентябре в Москве состоится всероссийский суперфинал героических соревнований. Дмитрий Аринин, Вадим Илларионов, ТНВ, Верхнеуслонский район. В Татарстане появится школа Олимпийского резерва имени Андрея Ларькова. Об этом сегодня заявили в Минспорте республики во время встречи с легендарными лыжниками и биатлонистами Советского Союза. Школа будет располагаться в Зеленодольске, на родине татарстанского призера Олимпиады в Пхенчхане.
Планируем создать школу в честь него в городе Зеленодольске на базе спортивной школы «Маяк». Соответственно, собирать самых сильнейших спортсменов в республике и где-то с группой учебно-тренировочной набирать самых перспективных и там готовить уже. Там будет сам Ларьков работать, Николаев, ну и другие наши, Алия Иксанова и другие спортсмены, ведущие, которые были. В Казань легендарные спортсмены по лыжным гонкам и биатлону приехали на 3 дня. Для них уже провели экскурсию по городу, показали спортивные объекты столицы. Это участники сборной СССР, которые в 80-е не давали шансов спортсменам из других стран на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Говорят, что встреча долгожданная, многие не виделись больше 40 лет. Слезы наворачивались на глаза у меня, потому что есть люди, с которыми мы провели на сборах во время тренировочных процессов, соревнований больше времени, чем проводили с семьями. Я сегодня такое счастье испытала, что я как бы вернулась в СССР и свою команду. И очень приятно. И спасибо большое, конечно, земле Татарстан, что приняли здесь нас. Йоги поставили рекорд в Казани. В столице зафиксировали самую массовую тренировку в России. Более 2000 женщин разных возрастов собрались вместе и под живую симфоническую музыку получили заряд бодрости. Онлайн к тренировке перед Акбарс-ареной присоединились еще 20 тысяч любительниц физической и духовной практики. Все это в рамках Всероссийского фестиваля здоровья «Больше, чем йога». Вместе с девушками асаны выполнила и Сирина Сахапова. Инна Тисленко разминает мышцы перед тренировкой. Она приехала из Донецка. В нашей столице уже освоилась и даже занялась йогой. Сюда приехала зарядиться этой атмосферой, женской энергией. Ну, я в восторге вообще, меня переполняют эмоции. Отвлечься от всей вообще обстановки. Еще больше переполняют эмоции, что ты становишься частичкой этого момента знаменательного вообще. Просто супер. Татьяна Застольская из Беларуси в йоге тоже новичок. Занимается всего полгода. За время, когда я занимаюсь йогой, я стала более дисциплинированной, более гибкой. Я научилась слышать себя. Энергетика зашкаливает реально, потому что чувствуешь, все на позитиве, все улыбчивые, все веселые. Как будто бы все родные люди. Это что-то просто грандиозное. Можно, наверное, сравнить, я не знаю, с полетом в космос. Может быть, очень громко звучит, но все-таки все собрались в едином порыве с желанием показать, что йога – это то сообщество, которое объединяет, дает веру в себя, здоровье, силу. Изначально планировалось, что на йогу придут 5000 женщин. Пришли 2042. Но и этого количества хватило, чтобы поставить рекорд России по массовости тренировки. Среди участниц много гостей столицы. Из Казахстана, Таджикистана, Беларуси, 14 стран и более 150 городов России. Всех возрастов, есть даже совсем малыши. И каждая в белой футболке. Таков дресс-код тренировки. И затем руки поднимаем через стороны, вверх, медленно. Началась тренировка с разминки. Нужную атмосферу создавали музыканты симфонического оркестра. Онлайн к тренировке в Казани присоединились еще 20 тысяч девушек по всему миру. Мне хотелось, чтобы мы разрушили такой стереотип, что йога – это что-то нудное, что это сложное, что это что-то для молодежи. Как раз хотелось показать, что это может быть очень интересно и по-женски. На самом деле, женщинам в возрасте сложно куда-то пойти. Стесняются пойти в фитнес-клуб, уже не та фигура, там одна молодежь. А здесь вот как раз показать, что это возможно. Праздник спорта и красоты. Мы очень рады, что он впервые действительно проходит в Казани, в спортивной столице нашей страны. Мы очень надеемся, что количество действительно участников, этот фестиваль станет традиционным, количество участников будет с каждым годом увеличиваться. В следующем году организаторы обещают повторить тренировку по йоге, чтобы побить собственный же рекорд. Сирина Сахапова, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Новый водный эко-маршрут появился в природном заказнике «Чистые луга» Чистопольского района. Впервые предлагают сплав по реке. Маршрут не только экстремальный, но и познавательный. Участники будут плыть по реке Прость мимо пойменных лугов, где растут краснокнижные растения. Кроме флористического многообразия, в заказнике есть редкие животные и птицы. Первыми сплавиться решили дети из местного досугового центра. Вместе с ними отправилась и наша съемочная группа. Раз, два,
Экологических маршрутов в заказнике «Чистые луга» много, но этот особенный. Впервые появилась возможность сплавляться по реке Прость. Длина маршрута может быть разная – от 5 до 10 километров. Во-первых, самой природой, дикими обитателями, они потому что везде, то есть можно увидеть как и орлана белохвостого, и луня полевого. Например, даже вот их кувшинка белоснежная на нашем пути будет очень часто появляться. То есть будет много неожиданностей. Да. Сегодня у нас апробация маршрута. Как вы считаете, успешно? Еще не дошли до конца. Кому-то сложно, кому-то привычно. А для тех, кто постарше, нормально. Тем, кто помладше, маленько, конечно, утомляются. Кто-то из них преодолел свой страх и первый раз он сел на это плавсредство, да, которое относится к экстремальным, так скажем, плавсредствам. Катамараны для сплава приобретены на средства гранта. Первопроходцы новой экологической тропы – ребята из местного досугового центра. Надеемся, сможем. Плывем пока стабильно, хоть темп не особо держится, но надеемся, что к концу маршрута уже сплотимся и преодолеем все невзгоды. Сейчас школьники могут почувствовать себя членами настоящего речного экипажа. Впереди у них 6 километров водного пути и море ярких эмоций. Светлана Звонарева, Наталья Епаева, Сергей Легасов, ТНВ, Чистополь. Так заканчивается неделя. Интернет-версию итогов прошедших 6 дней читайте на сайте газеты «Реальное время». Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Также наши выпуски доступны на платформе Рутюб. Всего доброго. Здравствуйте! Татарстан по-прежнему располагается в поле повышенного атмосферного давления. Подробнее о погоде прямо сейчас. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах, Азнакаево в воскресенье жаркая погода сохранится. Вероятность осадков минимальная. Днем ожидается до 30 градусов выше нуля. Столбики термометров превысят 30-градусную отметку в дневное время в набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге. Осадков нет. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше знойный август правит балом. Днем ожидается около 30 градусов тепла и без осадков. В Арске, Кукмаре, Балтаси ясное небо. Яркое солнце днем и около 30 градусов. В Болгаре, Держаном, Буинске ясно и без осадков. Около 31 градуса выше нуля. Ясно и сухо в Альметьевске, Чистополе, Мамадыше. Днем около 31 градуса. Начало новой недели будет жарким, температура сохранится высокой, а вероятность осадков будет небольшой. Российский исламский институт продолжает набор на 2022-2023 учебный год по следующим направлениям подготовки: журналистика, лингвистика, теология. Документы принимаются до 9 августа. Телефон в Казани 251 01 55. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Мы беремся восстановить сустав даже на стадии некроза. Без операции, с помощью одного укола. Приходите в Доктор Ост. Убедитесь, вернуть сустав к жизни можно в любом возрасте. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов, без боли и хирургического вмешательства. За 14 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. В Казани ожидается ясная погода без осадков. Ветер северный слабый до 2 метров в секунду. Ночью ожидается около 17 градусов тепла, днем воздух около 30 градусов выше нуля. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха пониженная около 44%. Магнитное поле Земли спокойное. Завершаем наш выпуск пожеланиями крепкого здоровья, отличного настроения и оставайтесь с нами.